Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии, сегодня в республике лабораторно подтверждено 1238 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за минувшие сутки составил 50 человек, это у нас такой антирекорд. Всего под медицинским наблюдением в республике 1604 человека, выздоровело 644 человека, 19 человек за сутки. Вот 50 человек, конечно, очень много, при этом 43 человека в этих 50 это работники вахтовых бригад. Это может быть каким-то для нас утешением, хотя я всегда вам говорю, что статистика, она идет суммарно, и мы не можем здесь делить или кого-то там не считать. Сегодня 28 мая, и, как я обещал, я готов вам озвучить решение, принятое буквально вот только что на республиканском оперативном штабе. Решение, конечно, по открытию первого этапа. Буквально все-таки немножко еще лирики. На сегодняшний день величина коэффициента распространения инфекции составила 0,85. Вы знаете, что коэффициент РТ – это основной коэффициент, который позволяет вообще обсуждать открытие или подход к первому этапу. Понятно, что этот коэффициент, который мы сохранили в течение последней недели, позволил нам получить разрешение Федерального Роспотребнадзора на введение первого этапа снятия ограничительных мероприятий в полном объеме. Напомню, что такое, с завтрашнего дня, с 29 мая разрешена будет работа. Вот что такое первый этап в полном объеме. Это сфера услуг, парикмахерские, салоны красоты, ремонт одежды, обуви, прачечные, химчистки. Также будет разрешена работа предприятий торговли непродовольственными товарами. При этом есть несколько условий. Первое условие. Площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров. Второе. Это обязательно наличие отдельного входа в магазин. Третье. Это ограничение нахождения людей в магазине. То есть не должно находиться людей больше, чем один человек на 4 квадратных метра. И, конечно же, наличие маски и перчаток. Вот понятно, что мы все ждали, и предприниматели, и потребители услуг открытия первого этапа. При этом я прошу обратить очень серьезное внимание на то, что это огромная ответственность всех нас. И что я имею в виду? Если мы не будем соблюдать требования, которые вот я сейчас обозначил, в том числе и в салонах красоты, где должно быть, и в парикмахерских, где должна быть только по записи, где должен мастер работать только с одним клиентом, чтобы не было никакой очереди, то мы можем получить, к сожалению, то, что получили очень многие субъекты, которые открывали первый этап и буквально через неделю вынуждены были его закрывать, потому что начинался рост заболеваемости именно из-за того, что нарушали условия жесткого такого соблюдения ограничительных мероприятий по нахождению и по записи, допустим, в сферу услуг. Поэтому особенно обращаюсь к организаторам и сферы услуг, и торговли. Будьте очень в этом отношении требовательны к соблюдению этих мероприятий. Сегодня мы также обсудили на оперативном штабе возможность проведения в республике 24 июня Парада Победы. Он был перенесен с 9 мая, и, конечно, вот это важнейшее событие в истории государства российского и республики имеет сегодня очень много особенностей и вопросов, которые мы сегодня вот как раз обсуждали на штабе, в каком формате должен проходить этот парад Победы. И сегодня было много предложений, обсуждений, мы взяли тайм-аут, все сейчас там разложим по полочкам, что называется, и как только будет понятен сценарий, я обязательно вам расскажу, как будет проходить парад Победы. Я сегодня еще провел встречу с ректором Ухтинского государственного технического университета Агинеем Русланом Викторовичем. Обсудили очень много вопросов и по взаимодействию, и по укреплению материально-технической базы университета, и перспективы дальнейшего развития.
И рассказал ректор о том, что новые направления по подготовке специалистов, например, специальность горное дело, и у студентов есть возможность получить стать уникальными специалистами. Это горные инженеры и инженеры-нефтяники в одном лице. Также обсудили проекты реализации вузом военно-патриотического воспитания молодежи и возможность использования для этого. И для этого нужно будет передать в республиканскую собственность базы «Карахаль». И это очень важное направление, потому что воспитание, причем мы планируем сделать на базе вот этого пансионата, сделать круглогодичный патриотический центр. И это крайне важно для воспитания подрастающих ребят, подрастающего поколения. Сегодня в России празднуется День пограничника. В этот день, конечно, мы же в первую очередь чествуем тех, кто выполняет одну из самых трудных, но и почетных задач. Это надежная охрана наших границ нашего Отечества, бережет мир и покой в наших домах, в наших семьях. И я от всей души поздравляю всех, кто имеет отношение к этому празднику. Спасибо вам за честную, безупречную службу и вклад в сохранение безопасности страны. На сегодняшний момент это все новости. Еще раз хочу напомнить, чтобы мы друг друга берегли, не создавали причин для беспокойства и потери здоровья. Всего вам самого доброго. До завтра.